Смотрите, да, сегодня, в отличие от всего там постсоветского пространства, Казахстан является лидером по цифровизации. Цифровые интерфейсы, цифровые сервисы проникают везде. И в государственном секторе их очень много, особенно за последние 2 года, и в бизнесе, в частном секторе. А, И понятно, что это болезнь роста, да, когда такими большими темпами происходит цифровизация. К сожалению, количество данных, которые попадают в сеть, оно очень велико, оно очень большое, а усилия по их защите, они недостаточные, потому что трудно одновременно и создавать, и развивать сервисы, и накапливать big data, и одновременно с этим думать о безопасности. Именно поэтому происходит большое количество утечек. Утечки происходят как на государственном, к сожалению, уровне. Вот мы знаем историю про ЦИК, мы знаем историю про сервисы доставки, которые утекали, мы знаем истории многочисленные про операторов сотовой связи. Ну и в государственном, и в частном секторе тоже это происходит, да, и просто почту у людей воруют, и очень большой объем общения в Телеграм очень часто утекает. Просто потому, что вот из-за скорости, из-за динамики высокой развития цифровизации просто ни компании, ни граждане не успевают за своей безопасностью достаточным образом следить. Смотрите, чаще всего это происходит мошенничество с использованием украденной базы контактов. То есть какое-то приложение, например, очень многие пользуются программой GetContact, да, где можно посмотреть, как меня называли в других записных книжках. При этом мы абсолютно необдуманно отдаем непонятным нам людям все наши контакты, все, с кем мы общаемся, как мы их называем, как они у нас записаны, со всеми заметками, истории переписки там, и так далее и тому подобное. И не только, это и игрушки собирают контакты, и банковские приложения, и программы операторов мобильной связи, и всякие там-тамы, телеграммы, альтернативные клиенты телеграммов, ватсапов, много всего. И мы, когда даем вот это разрешение в программе, устанавливая ее на свой компьютер, мы фактически отдаем контакт. После этого злоумышленнику остается просто эту базу взять, в специальный скрипт ее положить, и там уже есть ваши контакты, там есть ваше имя. Про вас, ну, правда, есть ваш номер телефона, про вас очень много можно узнать, большое количество информации утекло, я повторюсь. И создается поддельный аккаунт, который, ну, абсолютно похож на вас. И ваши же контакты в него приглашаются. Это ладно, голосуете, да? В России, например, и в Беларуси последние пару лет эти приложения активно используются для того, чтобы просить денег у знакомых, у якобы знакомых. Я оказался там где-то в регионе, у меня там пробило колесо, кинь там $10, и я тебе как при встрече отдам. И собирают люди не проверяют. Дело в том, что, смотрите, мы живем в очень интересную эпоху, где у нас есть, помимо нашей физической личности, есть цифровая личность. И кража цифровой личности, к сожалению, это очень распространенная штука. Сейчас эта штука стала еще более опасной ввиду развития искусственного интеллекта, который может помочь мошенникам подделать голос, сделать дипфейк видео, дипфейк фото и так далее и тому подобное. Поэтому очень осторожно надо быть к тем, кто к вам обращается. Мы, когда видим знакомую аватарку в социальной сети, и мы сразу думаем, что мы говорим с этим человеком, а мы можем говорить при этом с кем угодно. И если что-то вас вообще не смущает, напрягает, человек может говорить немножко не своим языком, построение фраз, темы, которые вы с ним никогда не затрагивали, не касались, не стесняйтесь проверить, да, перезвонить ему по известному вам номеру, этому человеку, спросить, это правда ты? Да, попробовать, ну, как-то наводящими вопросами, которые вам двоим только известны, вывести на чистую воду. Это может казаться неприличным, да, но надо помнить, что при этом мы защищаем и свою безопасность, и безопасность того человека, которым, возможно, представляются мошенники. Да, так что тут ничего зазорного нет абсолютно.
очень правильный, очень хороший вопрос, очень своевременный. Искусственный интеллект – это и благо, это то, что позволяет нам делать больше работы, выполнять какие-то рутинные вещи, переводить книги, в конце концов, делать мультиязычный контент, ну и много-много-много всего. Он помощник. А с другой стороны, конечно, это и опасность. Но первая опасность, конечно, в том, что человек, чем больше за него думает машина, тем меньше человек думает самостоятельно. Это очень опасно для наших молодых друзей, сограждан, потому что я очень много вижу, как в разных странах, в школах, в университетах школьники и студенты активно пользуются искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий, написания рефератов о курсовых и так далее и тому подобное. Беда в том, что преподаватели достаточно старой формации не всегда умеют распознать то, что писал не школьник, а писал чат GPT или там вот новая система от Google, которая тоже достаточно мощная, которая была запущена на этой неделе. И еще одна большая проблема – люди не понимают, как работает искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это набор данных, это модель, большая языковая модель, которая у кого-то хранится. Есть отдельные большие языковые модели, которые мы можем поставить на свой компьютер и работать с ним. Она будет работать локально, без участия сети. Но такие модели сильно ограничены, они могут пойти в интернет, они знают только то, что они знают, то, что в них загружено, то, что мы загрузили. Но для журналистов это, возможно, там удобно, да, потому что можно научить на большом количестве новостей, которые ты сам написал, и релизов, на основе которых ты сам написал, чтобы пресс-релизы из почты искусственный интеллект сразу же расшифровывал бы в твой же текст, ну, в твоем стиле и так далее. Это удобно. Но с другой стороны, когда мы работаем, чат GPT, гугловская система, гигачат, ну и вообще любые другие сервисы, которые появляются, Facebook сейчас запускает, у Microsoft Copilot запустился тоже на базе чат GPT 4. Мы забываем о том, что все, о чем мы говорим с чатом, с искусственным интеллектом, остается на серверах и обрабатывается корпорациями, которые владеют этими штуками. Да, это может быть где-то бесплатно, как в случае с Гуглом, или не очень дорого, как в случае с чатом GPT, там $20 в месяц за неограниченное количество устройств, на которых вы это используете. Это достаточно невысокая плата за такую производительность. Но очевидно, что эти данные используются как минимум для обучения модели, а могут быть использованы для составления каких-то архивов про нас, про то, что мы, о чем мы общаемся. А это очень многое может рассказать. Поэтому надо быть очень аккуратным в использовании любых моделей сторонних. Надо очень доверять по какой-то причине корпорации, куда мы идем. И я думаю, что в ближайшее время будут появляться сервисы, как появился с вами сигнал, как защищенная связь, так и будут появляться шифрованные, защищенные и модели, которые будут ответственно хранить наши данные и делать это на open source каких-то решениях, но это не быстро, это год-два. И второй момент. Уже сейчас появляются сервисы, и они будут тоже развиваться. Сервисы распознавания участия искусственного интеллекта в генерации контента. Будь то аудио, видео и так далее. В Австралии, для примера, телефонные компании уже предлагают такую услугу, что они могут подключаться, робот их может подключаться к вашей телефонной линии и если с вами говорит искусственный интеллект, предупреждать вас об этом, либо блокировать мошенника. Но тут тоже, да, фишка, мы должны доверять при этом телефонной компании, прослушивать наши разговоры. Хотя не так это делают, будем честны. То есть это будет появляться, это будет достаточно востребовано, и я думаю, что те молодые люди, которые сейчас хотят развиваться, или те компании развиваться в IT, они должны думать о сервисе, который будет надстраиваться над искусственным интеллектом и помогать с ним взаимодействовать, проверять, насколько он безопасен, насколько он правильно хранит свои данные, наши данные, насколько он валидно отвечает, не глючит ли его. Ну и самое главное, сервисы, которые позволят распознать мошенничество, созданные с применением искусственного интеллекта. Я стараюсь пользоваться сервисами юрисдикции максимально далеких от тех, где я работаю, просто потому что у тех, кому интересно, чем я занимаюсь, чаще всего они говорят либо на русском языке, либо на каком-то из языков бывшего СССР, и им интересно, да, где я работаю.
И им интересно это все. Им долго добираться до Калифорнии и залезать там в OpenAI сервер, чтобы добыть мои данные. Поэтому я вот в основном, конечно, работаю с чатом GPT, тем более, что это наиболее на нынешний день динамично развивающаяся система. Я очень хорошо понимаю, как она работает. Там есть возможность создавать свои собственные модели, закрытого типа, которые не вываливаются. Ну, вообще там много всего интересного. Но при этом я исследую, конечно, все продукты, которые появляются на рынке, так или иначе, именно с точки зрения исследовательской. Но вот для каких-то небольших задач, для обработки видео, для работы с специфическими текстами, там, допустим, составление ТЗ из описания идеи или ну, что-то такое, вот, что в моей работе часто встречается, повторяющиеся действия, я, конечно, вот на MacBook себе поставил собственно, языковую модель, я сам ее научил, она у меня сама работает автономно от сети, и там я уже могу работать с ней и с конфиденциальными данными своих клиентов в том числе. Нет, я полностью не доверяю ни одному из сервисов, который я не создавал, который я не программировал, да, и код которого я не могу посмотреть, что называется open source. Поэтому зачем я буду им полностью доверять? Ни Gmail, ни Facebook я не доверяю, конечно. Ни Да. контакту, тем более. Это правда. Это правда. И не только слежка, это может быть и блокирование каких-то ресурсов, и даже сайтов с отдельными словами прямо на вашем устройстве. Это может быть управление параметрами безопасности, подсаживание вирусов и чего только там. Ну, это как бы ключ к вашему компьютеру или телефону. Я рекомендую делать вот что. Для государственных услуг и вообще там, где вас просят поставить сертификат, некоторые предприятия даже это делают и просят установить сертификат предприятия для того, чтобы использовать телефон на рабочем месте. И это будет продолжаться, и это будет развиваться. Всем хочется за всеми следить. Это, ну, человек так устроен. Так вот, для таких сервисов, которые требуют установить сертификат, лучше иметь отдельный аппарат, если мы говорим о телефоне, либо виртуальную машину, которая будет работать на вашем компьютере. Там можно, может быть, отдельный Windows. Вот туда можно что угодно ставить. И захотели поработать с государственными сайтами, зашли в эту виртуальную машину. Их много сейчас, но VirtualBox, например, самая простая, она бесплатная. И любой компьютер, в принципе, потянет, поставит там какой-нибудь Windows 90, там, не знаю, там, XP или там, семерку, что-нибудь такое, и работает спокойно, или даже Linux. И когда вам надо поработать с такими государственными или профессиональными штуками, идете туда и работаете. С одной стороны, это избавит вас от слежки через государственный сертификат, а с другой стороны, кстати, это больше защитит вас от кражи данных, если ваш компьютер, не дай бог, заражен какими-то сторонними мошенниками. Компьютер, пожалуйста, он отдельно, а изолированная виртуальная машина, она совершенно отдельно. Сертификаты есть двух типов. Одни ставятся в браузер, другие ставятся непосредственно в систему. Тот сертификат, о котором вы говорите, это вот Казахстан опять тут был лидером и пионером, да, сейчас в России это развивается, в Беларуси скоро это будет. К сожалению, они ставятся прямо в систему. И ну, не будучи специалистом, ну, довольно сложно. Надо курить мануалы, надо читать, как действовать, и надо все это удалять. Это можно удалить. Для обычного пользователя проще полностью переустановить систему с нуля. Данные сначала зарезервировать где-то, да, на внешний диск, потом, собственно, стереть рабочий диск и поставить новую чистую систему, и уже не ставить туда никаких следящих сертификатов, и обязательно пользоваться проверенным антивирусным приложением. Windows — это очень хороший антивирусик. Windows Defender для маков, там другие немножко системы есть, но их немного, и все их знают. Просто ну, не пользуйтесь плохими. Там. Avast очень хорошее антивирусное программное обеспечение, например. Вопрос двух уровней. Первое. Когда мы пользуемся именно телефонной связью, нас однозначно слушают. Дело в том, что так устроена телефонная связь, что она серверно ориентирована. И все наши разговоры доступны провайдеру сотовой связи и, соответственно, государству. И если мы по какой-то причине интересуем государство, ему очень легко получить доступ к этим разговорам и СМС.
Но проблема же нашего постсоветского великолепного пространства еще в коррупции. И провайдеры сотовой связи очень часто, их сотрудники коррумпированы и могут продавать данные о ваших переговорах или на переписке, или биллинге, ну, налево. Поэтому вообще использование обычной телефонной связи крайне не рекомендовано. Лучше пользоваться программами типа Signal, очень хорошее программное обеспечение, которое шифрует из конца в конец, и другими подобными решениями. Там, электронной почты, например, да, с двухфакторной авторизацией. Программы, которые появляются на телефоне, его заражают чаще всего это фишинг. Когда мы переходим по фишинговой ссылке и загружаем какое-то программное обеспечение. Для Android очень часто это достаточно просто кликнуть на ссылку и открыть его в браузере. Программа сама поставится как системная, и она будет работать. С iPhone немножко сложнее его заражать. Там можно заразить оперативную память. Но очень трудно заразить файловую систему, потому что файловая система надежно зашифрована. И лучшим способом обезопасить себя, если у вас iPhone, это регулярно, ежедневно, как я делаю, перезагружать свой телефон. Есть очень хорошая программа для iPhone, называется iVerify. И она позволяет вам такой чекап делать, там хороший очень лист проверки, и напоминает, что надо перезагружать телефон. Я сам пользуюсь, мне очень нравится. И она может какие-то базовые вирусы найти на самом деле, вирусы троян. Первое, что необходимо отключать, если вы этим активно не пользуетесь, это голосовые помощники. Это Siri у Apple и Google Ассистент у Android. Потому что вот эти программы слушают нас постоянно. И учитывая то, на какое количество абонентов они завязаны, все ваши метаданные, о чем вы говорите, сразу же передаются в огромную транскорпорациональную сеть, и сразу же вам показывают правильную рекламу. А, Это не заговор, это просто так работает. Вторая штука, смотрите, у вас есть настройки конфиденциальности в любом телефоне, и в Android, и в iPhone. И вы можете, не то, что вы можете, вы должны туда регулярно заходить и проверять. И там видно прямо разрешение приложений, так называется. Каким приложением разрешена доступ к камере, к микрофону, к вашей геопозиции, к контактам, о чем мы говорили с вами чуть ранее. И вот там вы можете все это отключать и давать доступ только тем программам, которым это на самом деле надо. Допустим, я понимаю, зачем такси моя геопозиция, чтобы я правильно вызвал себе такси и поехал на нем, куда мне захотелось. Или карта геопозиции. Но зачем моя геопозиция банковскому приложению, я не знаю. Или зачем игрушки 3 в ряд, мои контакты, или, условно говоря, мой микрофон, я тоже не понимаю. Или вот самый распространенный пример. Вы знаете, что приложение Facebook с момента его создания и на Android, и на iPhone всегда просит доступ к микрофону. Всегда. При этом функций о том, чтобы, ну, для того, чтобы взаимодействовать с этим приложением при помощи микрофона, не существует. Очень важно, чтобы вы были хозяином своих данных, своего телефона, а не он вашим хозяином. Это очень важно понимать, что вы каждое свое действие делали бы осознанно. Осознанно ставили приложение, знали бы, зачем какое из них у вас стоит. Если какое-то стоит, а вы не знаете, удаляйте без сожалений. Да, если вы не пользуетесь, удаляйте. Чем больше неконтролируемых приложений, неконтролируемого программного кода на ваших устройствах, тем менее вы защищены. Когда ко мне пытаются мошенники обращаться, я просто уже человек опытный, насмотренный, я сразу их раскусываю, и они не получаются. Но у меня был случай, когда моего близкого человека обманули мошенники, и мне пришлось заниматься расследованием. Да, мы вышли на этих злоумышленников, и полиция сделала все, что было необходимо, чтобы они были наказаны, а деньги были возвращены. Я тогда использовал файловую ловушку. То есть я разместил определенный файл на сервере, дал этим мошенникам ссылку, сказал, что мне вернулись деньги, попросил родственникам писать, что у него вернулись деньги. Вот посмотрите, скриншот, они перешли, там был реально сформированный скриншот, что якобы вернулись деньги, но поскольку ссылка была только у них, и в логах сервера сразу отобразился их запрос к этому файлу и IP, и мы сразу передали полиции.